Непроходимые кусты и трава по колено. Совсем недавно территория рядом с прудом выглядела именно так. Немало сомнений вызывало и экологическое состояние водоема. Однако изменения налицо. Работы по восстановлению и экологической реабилитации пруда начались в конце мая прошлого года. И уже сейчас Министерством природных ресурсов и экологии проделаны такие процедуры, как очистка акватории от мусора и загрязненных донных отложений и расчистка ложа водоема от илистого грунта. Основные работы уже закончены. Остался последний заключительный третий этап. Это биологический этап. То есть здесь идет рассадка многолетней травы, и также будет посажено около 840 кустов скумпии. Так что это мы уже на заключительном этапе. Смотровые площадки, лодочная станция, парковая зона с лавочками озеленения. Идеальное место для отдыха и развлечений. Именно поэтому важно, чтобы тут было уютно, комфортно, а главное со вкусом. Ведь после изоляции каждому захочется подышать свежим воздухом и порадовать глаз красотой любимого пруда. Мы периодически, и когда начиналась реконструкция, мы ее и выставляли, что мы собираемся делать. И глава здесь был, он знаком, глава республики, с нашим планом действий, который мы здесь, он какие-то свои коррективы сюда внес. Здесь предстоит масштабная работа, здесь и детские площадки, и баскетбольные, волейбольные площадки, пляжная зона для купания. Предстоит очень много работы, которая будет видна, и она будет видна с каждым днем. Каждый день здесь в напряженном режиме трудились рабочие и техника. А благодаря слаженной и организованной работе результат виден невооруженным глазом. В современном мире все по-современному. Так, например, за ходом работы по реконструкции пруда наблюдали в онлайн-формате при помощи камеры, которая находилась вот тут, видео которых попадало прямиком на экраны Министерства экологии и природных ресурсов. В рамках федерального проекта сохранения уникальных водных объектов и нацпроекта «Экология» в этом году реконструкция коснется и других прудов республики. По плану на очереди водоем в Малгобеке, но при этом важно понимать главную цель реабилитации. При проектировании, при проведении изысканий класс качества воды здесь был 4Б загрязненный. То есть это показали лабораторные анализы. После проведения вот этих работ здесь будет класс качества воды 2А. То есть это чисто умеренно загрязненное. Но вот есть такие классификаторы. Мы пришли к этому. И по показателям, которые у нас предусмотрены в федеральном проекте и в региональном проекте сохранения уникального водных объектов, непременно указывается вот этот показатель улучшения класса качества воды, улучшение условий проживания населения и объема выемки донных отложений. Огромным плюсом стало расширение пруда, который на момент начала работы был около 16 гектаров. Теперь же площадь составляет порядка 20. Главное, что это не временный эффект. Он увеличен в территории, вот это все место было заилено, зеркало воды увеличено, берега полностью отремонтированы, устроена георешетка, не будет коррозии берегов в дальнейшем, кустарник будет тоже укреплять берега. Однако важно не просто сделать, а сохранить. По словам работников ЖКХ, пруд – одно из самых красивых и людных мест. Рыбаки бывают тут частенько, но вот не всегда соблюдают порядок. Именно поэтому для коллектива субботник стал привычным делом. Сейчас все отдыхающие выходят, чтобы было чисто, красиво и уютно. Воду запустили, отдыхают все. Сейчас дети начнут ходить. Для этого вышли, подборку делали, вот косить начали все полностью. У нас каждое лето. Данные мероприятия позволили в значительной степени восстановить экологическое состояние пруда, улучшить его качество и тем самым обеспечить благоприятные условия для редких рыб. А прекрасный вид на местную достопримечательность не оставит без внимания любителей селфи. Назрановский пруд – излюбленное место для многих жителей Ингушетии. Однако в период самоизоляции о прогулках лучше забыть на время. Но уже через 2-3 месяца этот пляж будет готов встречать своих гостей, но уже в улучшенном виде. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.